Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Примария муниципия Чедерлунга призывает горожан проголосовать за повышение энергетической эффективности общественного здания города. Город Камрат 19-20 января отмечает храмовый праздник. Полиция предупреждает о появлении нового вида онлайн-мошенничества. Министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова совместно с агентствами регионального развития объявили конкурс проектных предложений местного развития, проводимого в рамках национальной программы местного развития «Европейское село». В рамках данной конкурсной заявки Примария муниципия Чедерлунга планирует подготовить проект, направленный на повышение энергетической эффективности общественного здания. В связи с этим городские власти просят жителей города принять участие в голосовании. Жители должны будут выбрать один из трех объектов – детский сад номер 1 Примария муниципия Чедерлунга, спортшкола имени Кеурогла. Проекты будут финансироваться из Национального фонда регионального и местного развития. Проголосовать можно онлайн по ссылке на официальном сайте муниципия. 19-20 января Камрат отмечает храм города. Традиционно 19 января пройдет праздничная церковная литургия, посвященная крещению Господня и освящению воды. 20 января в соборе святого Иоанна Предтечи пройдет встреча правящего архиерея Кагульского и Камратского Анатолия и высокопоставленных гостей. В 11:00 в Доме культуры города пройдет праздничный концерт. Собор святого Иоанна Предтечи был построен в Камрате в 1840 году в древневизантийском стиле. Камратский собор является памятником архитектуры Молдовы и охраняется государством. Полиция предупреждает о появлении нового вида онлайн-мошенничества. На телефоны людей приходят сообщения, содержащие ложную информацию о необходимости предоставить дополнительные данные для получения предполагаемой посылки. По данным Генерального инспектората полиции, можно также встретить сообщение с недостоверной информацией о предложении, от которого трудно отказаться. Помимо текста, эти сообщения могут также содержать ссылку, которая при переходе на нее перенаправляет пользователя на мошеннический сайт, где его просят ввести данные банковской карты или другую личную информацию. По такой ссылке могут распространяться программы, способные заразить мобильное устройство. В социальных сетях активно собирают помощь молодому жителю села Бишалма Илье Топал. 24-летний молодой человек болеет онкологией 4-й год. 3 года назад нам сообщили, что у Ильи рак крови. Долгие годы интенсивной химиотерапии нам не помогли, и ему жизненно необходимо продолжить лечение. Необходима пересадка костного мозга, пишет сестра молодого человека. Друзья и знакомые проводят сбор средств для лечения очередного рецидива в турецкой клинике. У диких животных и птиц есть специальное меню в зимнее время. Корм им обеспечивают охотники, которые с лета готовят необходимое количество сена, кукурузы и зерна. Охотники говорят, что олени, кролики и кабаны, а также фазаны не выживут без посторонней помощи. В этом году в Каушанах было закуплено более 6500 тонн зерна и еще 12 400 тонн остатков зерна, которые попадают в различные сектора района. Подробнее в репортаже наших коллег Каушан ТВ. Orz, l-am depozitat, avem acolo un ambar și l-am depozitat acolo și acum am hotărât ca să scoatem aceste cranăpi, să hrănim fazanul. Adică, deși noi am făcut lucrul ăsta, a fost o ninsoare foarte bună până și deasupra a înghețat. Și
fazanul nu poate să curme să hrănească. Și noi am hotărât ca să facem pe unde el este, adică unde am văzut că este mai mult fazan, să-i turnăm mâncarea asta și să-l hrănim. Este la noi și iepuri, da, cam puțin, dar iepuri. Capriori n-am văzut așa la noi, porc tot nu piși. Dar fazan avem bun, frumos și mult. Vânătorii spun că pe timp de ger, păsările și animalele sălbatice trebuie ajutate. După căderea ninsorii, câmpurile s-au acoperit cu zăpadă, iar hrana e greu de dobândit. Hrana pregătită din vară-toamnă pentru a ajuta fauna în timpurile grele de iarnă. Practic, toate colectivele primare, cele 34 a raionului Căușeni, timp de 2 săptămâni, masiv depun hrană în toate fondurile care le folosesc. Baza unui grafic, dar plus minus mai modific, poate când și cum dispun de timp vânătorii. Ieri, ca exemplu, vreau să că la Căușeni Vechi s-a depus hrana, astăzi la Chircăiești, sâmbătă și vine, vreau să că Hagimus, tănătari și tănătari noi. Vor depune, vreau să că practic se termină graficul pentru perioada a doua. Și apoi mai continuă perioada a treia până ieșim în primăvară. Tot vânătorii din Căușeni au amenajat anul acesta peste 150 de hrănitori pentru animale în tot raionul. În cele 157 de construcții cu nutreț vin să-și potolească foamea și setea mistreții, cerbii, căprioarele și iepurii. Parcursul vânătoarei am luat 8 vulpi, care ele distrug fauna noastră, 2 șacali s-au luat și vulturi ăștia tare și-au luat și un vulturi. Potrivit Societății Vânătorilor de Animale și Păsări, în raionul Căușeni sunt peste 8800 de iepuri și 1100 de fazani. Pentru hrana animalelor sălbatice, pe timp de iarnă, în acest an, societatea a alocat peste 31.240 de lei. Это были все новости на канале АТВ. Подписывайтесь на наши социальные сети: ВКонтакт, Facebook, Instagram, TikTok, сайт atv.md. До скорых встреч!